Ичам хаир, хурматулли кайр, салам алейкум, здравствуйте, уважаемые зрители. Темой сегодняшнего выпуска будет являться численность лезгинского народа. В предыдущей передаче я вкратце отметил, что численность лезгинского народа, который проживает в Азербайджанской республике, составляет примерно 3–3,5 миллиона человек. И мы отметили, что эта численность лезгинского народа, она находится в Азербайджанской республике в виде ассимилированных, находящихся в стадии ассимиляции, и лезгин, которые сохранили национальное самосознание. Для того, чтобы обосновать эти цифры, которые, возможно, вызвали скепсис у некоторых слушателей, придется обратиться к архивным данным. И я воспользовался информацией, которая находится в общем доступе в интернете. Для этого я обратился к первоисточникам, а именно электронной версии бюллетеня населения и общества Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. То есть этот выпуск был осуществлен под патронажем Российской академии наук. Значит, и обращаю внимание, что сейчас прошло примерно 120 лет после первой переписи, всеобщей переписи населения, которая была проведена в Российской империи в 1897 году. До этого в Российской империи всеобщая перепись населения не проводилась. Поэтому алфавитный список народов, обитающих в Российской империи, который есть во всеобщем доступе в интернете, позволяет нам выявить численность народов, которые в то время проживали в пределах Российской империи. Итак, мы сейчас обратимся к тем народам, которые родственные нам. Это дагестанские народы и непосредственно лезгины и лезгиноязычные народы. Обратимся к численности, вот написано аварцы. Численность 96 тысяч в 1885 году. Какой же расы данный народ? Значит, по сведениям, которые удалось получить, значит, языковая и племенная принадлежность данного народа не являются горцы, написано родственные лезгинам. Значит, 96 тысяч аварцев проживало в пределах Российской империи. Ареал расселения – это конкретно Дагестанская область. Далее обратимся к дагестанским народам. Даргинцы – 54 300 человек. Значит, племя горцев, родственные лезгинам. Вера магометанская, суннитского толка, проживают в Дагестанской области. Вот конкретное место расселения. Значит, дальше. Казикумухи – это лакцы, дагестанский народ, который проживал в то время в Российской империи, да и сейчас в Российской Федерации. Численность на то время, то есть это данные за 1897 год, напоминаю, составляла 24 тысячи. Значит, горское племя, родственное лезгинам. Магометанская вера, суннитского толка, Казикумухский округ Дагестанской области. Так, кумыки. Численность 108 800 человек. Горское племя тюркского происхождения. Вера магометанская, Дагестанская и Терская области. Далее я столкнулся впервые с таким определением. Значит, определение лезгинов. Конкретно тут указаны лезгины. Вот численность, вы удивитесь этой цифре, 597 тысяч человек. Значит, это было зафиксировано в 1886 году, хотя перепись значит, завершилась окончательно в 1897 году.
Народ, обратите внимание, здесь написано народ, не племя, а народ восточно-горской группы кавказского племени. Вот такова численность непосредственно народа под названием лезгин. Какая же вера у этого народа? Магометанская вера суннитского толка. Ареал проживания. Вот здесь конкретно указан ареал проживания лезгинского народа. Ничего прибавить и убавить тут невозможно. Значит, ареал проживания. Дагестанская область, Закатальский округ и губернии. Бакинская и Елизаветпольская. То есть, получается, лезгины расселены в 4 округах, которая была поделена, значит, Российской империей на округа. Ареал проживания лезгинского народа. Вот 4 округа, лезгины составляют 500, повторюсь, 97 тысяч. Дальше, значит, отдельно обозначенный народ под названием кюринцы, 55 тысяч. Это было зафиксировано в 1891 году. Какого же происхождения этот народ? Написано: горское племя, родственное лезгинам. Вера магометанская, ареал проживания, конкретно Кюринский округ Дагестанской области. Так что же, получается, это разных 2 народа или 1 народ под разными названиями. Издревле мы знаем, что лезгины жили в Кавказской Албании. Кавказская Албания является также родиной других племен, родственных лезгинам. Если мы прибавим вот эти вот 2 цифры, то мы получим общий результат численности лезгинов 652 тысячи человек. Это в 1897 году, повторюсь. Сюда не входят лезгиноязычные народы. Отдельно указаны в этой графе табасаранцы, 14 460 человек, цахурцы, 2430 человек. Всего, в общем, этих 2 народа составляют 17 тысяч на то время. Если прибавить эти 2 цифры, 652 тысячи лезгин и табасаранцев с цахурцев, мы получим примерную цифру 670 тысяч человек. А сколько же всего человек было в Дагестанской области, дагестанцев, так называемых нынче? Их всего оказалось 361,5 тысяч. То есть лезгины и лезгиноязычные народы в 2 раза превышали численность дагестанцев. Вот. Также я обратил внимание на соседние наши регионы: Чечня, Ингушетия. Чеченцев на то время было 195 900 человек, ингушей 28 тысяч. Итого получается войнахов 223 900. Ну, примерно 224 тысячи. Итого дагестанцев и войнахов всего было 585 тысяч человек. А лезгинов было, чисто лезгинов, 652 тысячи человек. То есть лезгины превышали вместе взятых и чеченцев, и дагестанцев. Теперь обратимся к переписи, значит, населения СССР. Вот. Тоже приходится обращаться к архивным данным, которые были опубликованы в то время. Сейчас они стали достоянием гласности. Любой человек, который пользуется интернетом, может спокойно проверить и узнать все, что ему необходимо. Итак, мы посмотрим с вами 1926 год.
графа лезгины. В 26 году у нас было 134 529 человек. Дальше, значит, в 1939 году лезгинов было в СССР 220 969 человек. В 1959 году, то есть прошла война, соответственно, были потери, и лезгинов уже оказалось 223 120 человек. Прибавилось всего с 1939 по 1959 год, то есть за 20 лет, всего лишь примерно 3-3,5-4 тысяч человек. Дальше, 1970 год, 323 тысячи примерно. 1979 год, 383 тысячи примерно. И в 1989 год, это незадолго до развала Советского Союза, численность лезгин в СССР составляла 466 тысяч. Обратимся к численности других народов Дагестана и Чечни примерно, чтобы сопоставить. Значит, аварцев в 1926 году было 158 тысяч. Это больше, чем лезгин, примерно на 24 тысячи. Чеченцев 318 500 человек. Это уже значительно больше, чем лезгин. Так, а в 1989 году аварцев уже 601 тысяча примерно, а чеченцев 956 тысяч. То есть численность населения соседних народов Чечни и Дагестана увеличилась, начиная с 1897 года, примерно в 10 раз. Если аварцев было, значит, 96 тысяч, то стало уже к концу СССР примерно 601 тысяча, а чеченцев примерно, ну, примерные цифры я сейчас называю, да, 8-10 раз. Это говорит о том, что, да, есть естественный прирост. Кроме лезгин. А где же лезгины? Почему, если их было в 1897 году примерно 650 тысяч, 650 тысяч – это лезгины. Вот. А в 1989 году лезгинов оказалось 466 тысяч. Куда же делись лезгины? Неужели они бесследно исчезли за эти годы? То есть прошло всего лишь 30 лет примерно, с 1897 по 1926 год, и лезгинов стало вместо 650 тысяч 134 тысячи. Я думаю, каждый адекватный, нормальный человек поймет, в чем дело. То есть лезгины были сначала поделены на административные области в составе Российской империи. Дагестанская область, где был Самурский, то есть Кюринский округ. Это Бакинская губерния, это Елизаветпольская губерния и Закатальский округ. То есть лезгины были поделены на 4 округа. Это в начале. А потом уже, по мере развития исторических процессов, после революции, с образованием искусственных республик в составе СССР, Союзной Азербайджанской республики и Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики, лезгины уже были поделены в составе 2 субъектов. И естественно, что в Дагестане лезгин осталось такое же примерно количество, как было во времена
Российской империи. А в советское время начались подсчеты только тех лезгин, которые жили в Дагестанской АССР. Вот почему здесь обозначается цифра, значит, 134 тысячи человек. Тогда как нас было в 1897 году 650 тысяч. То есть лезгины, которые жили на своих исконных землях в составе Азербайджанской Советской Социалистической Республики, начали просто исчезать и превращаться в азербайджанцев. Под термином азербайджанцы все подразумевают тюрки. То есть лезгинов начали переписывать на тюрков. Как все это происходило? Мы знаем, у нашего народа есть историческая память, да и еще живо то поколение, которое помнит, которое непосредственно сталкивалось с методами ассимилирования лезгинского народа. Об этом речь пойдет в следующей передаче. Постараюсь пригласить эксперта, который на конкретных примерах, конкретных населенных пунктов, которые сейчас находятся в составе Азербайджанской Республики, и мы будем рассматривать процессы ассимилирования лезгинского народа, который проживает в данное время, напоминаю, это второй по численности народ в Азербайджанской Республике. Как все это проводилось, какими методами и каковы результаты на сегодняшний день. На этом сегодняшняя передача заканчивается. Благодарю вас за внимание. Всем до свидания. Вассаламу алейкум.